А вот что на самом деле можно прочитать по глазам? Даже забыл, когда моргнул. Надо, потому что смотреть, что-то делать. Как можно найти мужество и смелость, чтобы сделать операцию на глаза, я, честно говоря, для себя представить не могу. Зрение же портится не потому, что с компьютера какой-то вред, излучение идет. Оно портится от малоподвижности. Какая ситуация в практике вас поразила больше всего в вашей работе? Очки – это, оказывается, самообман. Вот тогда я прочувствовала, что мы делаем для пациентов. Здравствуйте! Глаза – это не просто зеркало души, а сложная система, по которой можно судить о состоянии всего организма. Сегодня у нас в студии опытный офтальмолог Гульназ Мусина, и она поможет узнать, как сохранить ясный взгляд в прямом и в переносном смысле. Гульназ Газнавиевна, здравствуйте! Добрый день! Какая многогранная сегодня у нас тема и сложная для меня, по крайней мере. Какой все-таки чрезвычайно сложный зрительный анализатор человеческий глаз? Согласна? Да, согласна. Потому что зрение – это не только глаз, это только начало зрения. Зрение – это большинство, это мозг. Потому что у нас зрительный анализатор, зрительный тракт, это зрительный путь по-другому. Он начинается на сетчатке глаза, глазного яблока, продолжается по зрительным нервам длинным, до головного мозга и до затылочной доли головного мозга. Вот где только у нас формируется уже зрение. Поэтому часто бывает так, что все какие-то проблемы головного мозга часто у нас сказываются на зрении. Вы более 20 лет работаете в своей профессии, вы офтальмолог. Наверняка видели сотни и тысячи разных историй, разных ситуаций. Вот какая ситуация в практике вас поразила больше всего в вашей работе? Меня, наверное, сегодня поражает тот факт, что очень многие заболевания стали излечимыми. 23 года назад, в 2003 году, когда я пришла на работу, 22 года назад, многие болезни были неизлечимы. И инвалидов по зрению, по заболеваниям сетчатки и глаукомы, было очень много. Сейчас я понимаю, вот каждый день анализирую, что не скажу, что нет. Инвалидности по зрению малый процент, потому что стали излечимы многие заболевания. У нас офтальмология такая область медицины, которая развивается очень мощно, очень сильно каждый день, можно сказать. И у нас нельзя не быть в курсе всего. Мы постоянно поэтому обучаемся, часто все конференции посещаем, все новости, все новшества мы принимаем сразу. Я бы сказала, что у вас такая позитивная профессия, да, сколько хороших новостей вы узнаете, раз есть излечение. Но вы, наверное, чрезвычайно мужественный человек, вот как по мне, потому что иметь смелость, а вы же хирург, вы же оперируете человеческий глаз, это такая тонкая вещь, и как можно найти мужество и смелость, чтобы сделать операцию на глаза, я, честно говоря, для себя представить не могу. Когда пациенты спрашивают, какая у вас работа сложная, как вы можете вообще? Я говорю, я больше другого не умею. Я говорю, я офтальмолог, все, что я умею, это ваши глаза лечить. Да, действительно, сложно, но я очень люблю свою работу. Очень люблю, когда человек пришел, например, больным глазом, не видит уже. Конечно. Ты его стараешься, вылечиваешь, и когда он уходит со зрением... Ощущения в жизни уже другие, когда со зрением что-то не то, когда конечно. ты человеку вернул зрение, после болезни какой-то, после какой-то операции лазерной, например, и человек говорит, я вижу, это какие-то... Все переворачивает и дает силы дальше работать, дальше развиваться. А вот что на самом деле можно прочитать по глазам? По глазам можно прочитать, по мне это как по профессии, болезни, это понятное дело. По глазам настроение человека, психология человека. По жалобам пациента можно полностью характеристику психологии, как психологическое состояние человека. Это делят психологи на депрессивных, на меланхолики, как у них же идет. По глазам это видно. Есть некоторые заболевания, которые меланхолики как-то вот так вот воспринимают, другой тип людей вот так воспринимает. И очень подход немножечко разный таким людям. А что считается хорошим зрением? По государственному стандарту по медицине зрение хорошим считается единица, 1,0. Это не минус, не плюс, это рефракция уже человека, в человеческом зрении. Единица – это четкое, хорошее изображение на расстоянии 6 метров от глаза до предмета.
Ну, по государственному стандарту так. А по большому счету хорошим зрением считается то, когда человек себя чувствует хорошо, и ему достаточно, что он видит. Такое есть. И тогда бывает на приеме пациенты, которые говорят: а я вижу. А я говорю: ну, вы же вот всего лишь там 0,3 видите, всего 40% там столько. Да вам же очки надо носить, вы же в очках видите все. Он говорит: а мне хватает, мне хорошо. Вот так говорят, когда, с одной стороны, хорошо, человек не загоняется, по-русски говоря, да, не мучается, там, не терзает себя, что плохо видит. Приспособился, да. И но, с другой стороны, может упустить болезни. Есть некоторые категории людей, которые запускают вот так заболевания, которые можно было бы лечить раньше. А я вообще где-то читала, что, в принципе, человеческий организм штука достаточно практичная и без каких-либо серьезных поломок, в принципе, лет до 75 функционировать может. Или если какие-то проблемы, то врачи их могут устранить, и машина идет дальше. Что не скажешь про глаза? То есть лет до 45 ты еще можешь видеть хорошо, но при, будем говорить, идеальном стечении обстоятельств, при идеальном зрении. Правильно. Но после 45, в любом случае, 50 каждому очки уже точно нужны, потому что начинается дальнозоркость. Да, старческая дальнозоркость по-русски, пресбиопия по-офтальмологически термину. То есть 45 лет. Знаете, 40 даже 40, да. Плюс-минус чуть-чуть индивидуальности есть. Вот тогда начинается проблема со зрением вблизи. Это в том случае, когда у человека дальнее зрение хорошее. Что происходит? У человека в глазу механизмы сложные. Там есть хрусталик у человека, который, вот как народным языком скажу, разжимается. Значит, сжалось, он увидел хорошо. Вблизи, значит, разжимается, далеко видит человек хорошо. Вот эта способность аккомодации называется, способность аккомодации мышц, связок, хрусталика, оно в 40 лет почему-то рано очень, 40 лет она заканчивается. И там запасы остаются немножко до 45 до 50 лет. По своей практике скажу, что женщина раньше это замечает. Потому что женщина, она и пуговицу пришьет, и рис чистить надо ей, правильно? А мужчина, он на ближнем расстоянии много дела не делает. Эх. Да. Поэтому мужчина чуть позже замечает. Вот если мы заговорили о возрасте, да, а младенцы, когда рождаются, они действительно вверх тормашками видят все? Да, при первое время это очень короткий промежуток, максимум месяц. При полном доношенный ребенок, когда при хорошем физическом состоянии ребенка, это не больше месяца, видят вверх тормашками, потому что зрительный анализатор в головном мозге не умеет еще изображение формировать. Глаза у него видят хорошо, оба глаза приняли информацию, передали в мозг, перекрест есть в головном мозге, там начинает формироваться зрение и дальше передаваться. Так как еще чуть-чуть процессы еще дозревают у ребенка, зрительный анализатор просто бывает не созревший. Потом в течение месяца ребенок видит черно-белым только. Цветовое восприятие цветов к концу месяца желтый начинает видеть. Где-то через месяц зеленый, очень-очень долго цвета у человека воспринимается. И к году, к 6 месяцам уже практически все, но к году уже практически все цветовое зрение у ребенка формируется. И много разных, десятки тысяч оттенков начинает человек различать при здоровом развитии зрительного анализатора. То есть, когда папа присутствует на родах и читает ребенку «Брун-брун за мандал», он слышит только голос, можно особо там и не распыляться, он, в принципе, не видит. Только свет, различает свет. Различает свет, свет видит, свет тени различает и черно-белым время пока видит. То есть, можно сказать, что зрение в младенчестве – это такой тренажер, который развивается, да? Да. Приобретает различные навыки. Да, все надо развивать, как все... как и слух, как и мышцы у ребенка, все части организма, особенно органы чувств. Хорошо, понятно. Что тогда происходит со взрослым человеком? Перескочили, потому что мы еще будем разговаривать на какие-то определенные темы. Что происходит с человеком уже после 45 лет, когда начинаются возрастные изменения? Аккомодация нарушается, и человека хрусталик не сжимается уже, то дальнее зрение остается хорошим, если у него было хорошим, а вблизи плюс появляется. То есть это недостаток аккомодации, это полюсовыми очками коррегируется. В принципе, возрастные изменения,
операции не поддаются, нужны очки? Или как? Есть. Методов коррекции в современном мире много. Много. Очки для близи, например, да. Со временем не только ближнее зрение, а среднее расстояние называем, это которое от экрана наших компьютеров, это среднее расстояние, это работа на кухне. Есть дальнее, среднее расстояние и ближнее. Вот у нас делится оно после 40 лет. Пока вблизи только плохо видно, еще справляемся. Вот когда еще и компьютер, у нас же сейчас повсеместно компьютер везде на работе, тогда человек уже берет очки. Значит, есть 3 разновидности. Я вот пациентам говорю, вот они, что делать, доктор? Ну, не хочу я эти очки там, или не хочу 3 пары очков. Я говорю, 3 варианта жить вам есть теперь. Очки для дали, очки для близи, очки для компьютера. Или ватные очки вставьте 3, это прогрессивные очки называются. Все 3. Там, ну, они делятся, многофокусные очки получается. То есть в одних очках вот верхней частью далеко видишь, средней частью компьютер, и ближняя, нижняя часть она для близи. И есть 3-й вариант, это хирургический метод. Это убрать вот тот самый хрусталик, из-за которого проблема вблизи началась, поставить искусственный хрусталик, даже если нет катаракты. Ну, катаракт, наверное, многие знаете, что сейчас все, ну, как все, многие, как только немножко незрелый становится уже катаракт, даже с начальной катаракты идут оперировать глаз, потому что не хотят плохо видеть. И во время операции на катаракту, да, или даже без катаракта, человеку можно заменить хрусталик на искусственный, на мультифокальный хрусталик. Интерокулярная линза называется. То есть поставил туда вот с разнофокусными делениями линзочку, вставляешь хрусталик по-другому, и человек вновь видит и близко, и далеко, и в среднее расстояние. А эта операция, она вот через сколько лет перестает действовать? Результаты от операции, насколько они длительного использования? При отсутствии других заболеваний глаз у человека, 20 лет вот пациенты есть, 18-20 лет они точно хорошо видят. Потом чуть-чуть где-то до коррекции нужна. Или дальше чуть нужно там добавить, или вблизи чуть-чуть. То есть, в принципе, на мой век рабочий и хватит. У меня очки вообще в каждой комнате. Я вас понимаю, таких пациентов это крайне неудобно. Еще и в сумке, на случай, если я в магазин пойду. Да, если где-то потерял, все, катастрофа. Есть такое, да. То есть, в принципе, даже... Не слушай, мама. У меня мама тоже, когда много лет носила очки, вот так тоже рано надела и для дали, и для близи, и для компьютера все 3. И когда в прошлом году сделала операцию вот с использованием вот мультифокального хрусталика, она мне когда сказала, вот оно, что такое зрение. Очки – это, говорится, самообман. Вот тогда я прочувствовала, что мы делаем для пациентов. Ой, хорошо. Идем дальше. Быстро пробежимся по мифам. Давайте. Что касается длительного пребывания у компьютера, насколько это вредно, вредно ли вообще, и что с этим делать? Да, для растущего глаза вредно, что спазм аккомодации происходит. Опять-таки это вот внутриглазные мышцы, сжимается лишний раз, спазм происходит, и минусовое зрение появляется. У детей развивается, знаете, не у всех детей, у кого предрасположенность есть. У кого физическая активность низкая, у таких детей близорукость формируется, то есть минусовые очки одевает ребенок в школьном возрасте. Если даже по наследству папа, мама никогда не носили очки. Но если у папы, мамы были минусовые очки, у детей сейчас, наверное, у всех, потому что предрасположенность есть, гаджетами пользуются, и вот этот спазм переходит уже в минусовое зрение. Действительно, перед сном вредно читать? Вредно читать экран. Сейчас с экрана. Да, экран, с экрана. С экрана вредно читать, потому что вы это делаете, мы все это делаем лежа. Во-первых, это мы, вот позвонок шейный у нас, точно то же самое, те же проблемы у работников офисных за компьютером. Зрение же портится не потому, что с компьютера какой-то вред, излучение идет. Оно портится от малоподвижности. Что шейный отдел застоялся, вот у дети же у нас вот сидят часами там, да, с этими телефонами, они даже на улице идут с телефоном на руках. От того, что застаивается шейный отдел позвоночника, через который идет кровоснабжение мозга и глаза. Во-вторых, значит, читать перед сном с экрана телефона вредно, потому что не все мы убираем вот этот голубой свет экрана, да? Голубой свет экрана, вот фильтр синего называется на телефонах, да, ведь есть такая функция, фильтр синего. Синий цвет, его длина волны, она на выработку мелатонина, вещества, которое влияет на сон, плохо влияет. То есть человек не может уснуть. И самая проблема большая, почему человек говорит, вот плохо после компьютера, это синдром сухого глаза. То есть человек длительно, когда работает на компьютере или вот на телефоне, он редко моргает. Когда-нибудь, если
обратите внимание, вот когда моргнул, даже забыл, когда моргнул, надо потому что смотреть, что-то делать. Когда человек редко моргает, увлажнение глаза, вот это физиологическое, естественно, оно снижается. А вот эти капельки все, которые помогают там сделать белым, допустим, белок, да, чтобы глазки сияли, чтобы красиво было в кадре. Да. Вот это все как? Но капли глазные увлажняющие должны быть у человека, у современного человека, у каждого. Начиная чуть ли не со школьного возраста, человек должен капать увлажняющие капли. Это уже становится нормой, потому что вот опять от того, что слезная пленка на поверхности глаза, она сохнет. Вот на поверхности глаза у нас живет такая пленочка невидимая, которая оберегает глаз от сухости, от всех вредных воздействий. Зарядка для глаз. Зарядка лучше пусть будет для шейного отдела позвоночника. Это будет намного эффективнее, чем зарядка для глаз. Вы для себя определили какую-то закономерность человеческих болезней и потери проблем со зрением? Есть какие-то закономерности? Конечно, есть. Есть заболевания, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, системные заболевания суставов. Вот есть такие пациенты, которые, к сожалению, постепенно теряют зрение. Что бы мы ни сделали. Например, что-то у него случилось, мы ему помогли, временно дали, вернули или улучшили зрение. Поднялся сахар, поднялось артериальное давление, криз произошел, зрение человек потерял или ухудшилось. Есть такое мнение, что если применять линзы на ночь, то можно скорректировать зрение и сделать его чуть-чуть получше. Определенное лечение нужно пройти. Что вы на это скажете? Новое поколение сейчас линз появилось. Я поняла, о чем вы, да. Значит, появилось, как новшество, это последние пока что по линзам практика, появились ночные линзы. Честно, пока еще на этапе все это еще проверки, исследования, скажем, применения, но применяются эти линзы ночные. Значит, смысл – это тоже один вид коррекции, одна разновидность коррекции. Человек одевает или очки, или дневные линзы, или ночные линзы. Это не лечение глаза. То есть избавиться от минуса человек не сможет ни с какими линзами и очками. Бывает пациенты, они спрашивают, доктор, не хочет ребенок носить очки, а вы скажите ему, что будешь носить очки, будешь потом здоровым. Я говорю, я не имею права, обманывать вашего ребенка, потому что он одел очки, видит, снял, опять так же плохо видит. Значит, ночные линзы, это ортокератологические называются линзы по нашей терминологии. Значит, смысл у них такой, что образно на ночь одевается жесткая линза, она сдавливает роговицу, сплющивает немножечко глазное яблоко и снимает утром сплющенное глазное яблоко, в течение дня тихонечко расправляется. Как губку, если мы сжали, и она расправляется, глазу это происходит очень медленно. Пока расправляется роговица, глазное яблоко, грубо говоря, человек видит хорошо. Но это больше детей касается, потому что у детей... Взрослые очень мало носят такие линзы, потому что там немножечко другой механизм. Вот так действуют ночные линзы. В течение дня расправляется линза, пока глаз расправляется, человек видит хорошо. После обеда к вечеру зрение возвращается такому же плохому, как было вечером. То есть это не лечение глаз. Если говорить про лечение, то сейчас, где сейчас уже, лет 20, а может быть даже и больше, лазерная коррекция зрения. С начала 2000-х годов. Используется достаточно активно. Да. Что вы скажете? Какая перспектива у этого направления? Значит, это то же самое, точно такая же коррекция зрения, просто хирургическим путем. То есть просто путем истончения роговицы, части глаза, преломления зрения на сетчатку и хорошее зрение без очков. Значит, показания, есть строгие показания, есть противопоказания. Возрастные. На мой взгляд, по своей практике многолетней я скажу, что старше 33 лет его лучше не делать уже. Если сделает человек после 33, и то что убрал. Будет, Почему? Потому что в 40 лет мы знаем, что у нас хочешь, не хочешь, мышцы не умеет хрусталик у нас уже и далеко, и близко хорошо видеть. Убрали мы человеку его минусы, прекрасно видит даль. 40 лет настало у него, возрастные изменения пришли, плюсы пришли. Он раньше плохо видел даль, сейчас он близко плохо видит. И ему опять, беда. То есть опять очки. Это психологически тяжело. Только молодежи. Почему после 33 не советую? Потому что максимальный эффект от операции 10 лет. Потом чуточку минус приходит. Например, убрал он 33 года все свои минусы, через 3 года в 43 ему чуть-чуть минусы вернулись, он до сих пор, благодаря этим минусам, плюс же аннулируется, он видит еще близко, долго, хорошо.
В общем, вот механизм там, ну, вот это физика, математика, физика. Слава богу, время не стоит на месте, и прогресс идет вперед, естественно, и операция на катаракту сейчас, наверное, ничего общего не имеет с теми, которые делались там на заре офтальмологии. Все-таки хорошие шансы на исцеление практически, наверное, 100%. Да, технология выполнения операции на катаракту значительно отличается от того, что я видела в начале своей трудовой деятельности. Это был 2003 год, когда я пришла на свою вот нынешнюю. Я в одном месте работаю, между прочим, 23 года, в одном и том же отделении. Я пришла, значит, оперировали катаракту, ну, называлась она, ладно, не буду терминологию говорить, оперировались только зрелые катаракты. Когда хрусталик не просто помнил, он уже окаменел. Разрезали половину роговицы, прям половину, чуть ли, ну, грубо говоря, глаза. Выворачивали вот эту роговицу, доставали путем выдавливания практически вот это вот окаменевший хрусталик испорченный. То есть он должен был прозрачным, а он стал мутным, да еще окаменел. Это были только зрелые, перезрелые катаракты. И вставление хрусталиков было не всегда. Во-первых, производства хрусталиков настолько не было. Во-вторых, эти методы операции были они редкостью. А из чего сейчас хрусталик состоит? Что Хрусталик это силикон? Ну, синтетический материал, приближенный максимально к глазу, не портящийся внутри глаза, не имеющий, ну, не меняет, он ни форму не меняет, ни цвет, ничего не меняет. И какой период его эксплуатации? На всю жизнь. Один раз поставил, всю жизнь с ним живет человек. С самим хрусталиком ничего не случается, если только он не сдвинется от какой-то травмы, там, ну, не утонет, грубо говоря, ну, не вывихнется. Очень круто. Не могу не спросить про умный бионический глаз. Илон Маск про это много говорил, но что-то сдвинулось, кроме разговоров, что-то есть. И 24-й год мы читали, и 25-й год вот вроде завершается, но, по-моему, мы еще не застали этот процесс. Нет, еще не застали. Я не скажу, что этого не будет никогда, наверное, потому что вот учитывая то, что вот сейчас происходит в нашей офтальмологии, какие методы лечения существуют, это не метод лечения, это больше адаптация человека к восприятию зрения. Там ведь речь идет о том, чтобы головной мозг при отсутствии даже самого глазного яблока, при отсутствии зрительного нерва воспринимал информацию от окружающей среды. Это как будто бы искусственный глаз, да, получается? Потому что, вот как я сказала, у нас зрение – это не только глаз, но и мозг. То есть сигналы идут в мозг, как будто он увидел вот зеленый цвет, например. Технология, она пока ведь в процессе изучения, не внедрена еще. Но это очень сложно. Слушайте, человек 5 миллионов цветов, человеческий глаз 5 миллионов цветов различает. Оттенков, да. Оттенков. А здесь, будем говорить, искусственный глаз. Да, что конечно же, он не сможет столько, это, естественно, он не столько не сможет видеть, да, но все равно какой-то, если помощь будет человеку, будет, конечно же, качество жизни немножко изменится в лучшую сторону человека. Очень хочется, чтобы так было, чтобы прогрессы были такие, потому что есть пациенты, которым, особенно молодым, которые ослепли или потеряли глаз или чего-то, очень хочется, чтобы они видели. Я вот с большим удовольствием смотрю прямо вам в глаза. Мне вот вообще приятно с вами разговаривать. Я где-то читала, что манипуляторы используют такие техники, что они вот длительно смотрят непрерывно на человека и вводят его в какое-то неловкое положение. И такие же вот инстинкты используются и у животных. И потом следует какая-то атака. Вот вы офтальмолог, медик. Можете как-то это объяснить? Это опять нейрофизиология, скажем. Хотя я вот вам тоже смотрю, но у меня нету таких вот позывов сейчас. Наоборот, мне приятно вас слушать. Да, потому что у нас мозг анализирует, у нас мозг видит-то человек, как говорят, красота в глазах смотрящего. Да. Кто-то увидел дождь, там серость, да, кто-то видел, как красиво капля капает. Да, интересный у нас сегодня разговор. Гульназ Гузнавеевна, вы действительно работаете более 23 года? Да, с 2003 года пришла на интернатуру, осталась там работать. Это 8-я больница? Ну, называлась она городской офтальмологический центр при 10-й больнице, потом, организационные моменты переименовали, сейчас 8-я больница. Но спросить я хочу вас не об этом. С глазами все понятно, со зрением.
но вы еще и поете. Да. И Да. даже на наших музыкальных каналах можно познакомиться с вашим голосом. Да. Как Да. это получилось? Да. Почему вы вдруг решили запеть? Я знаю, что в детстве вы тоже пытались, но Да. сейчас это прям активная фаза. Что случилось? Во-первых, да, с детства была мечта. Вокальные данные по наследству переданные от родителей. У меня есть сестра, у меня есть брат, мы все втроем очень хорошо поем. Но как профессионалы мы по вокалу никуда никто так и не пошли. Петь начала, пела всегда, но вот что публично, скажем так, наверное, созрела. Созрела, да. Я свои песни пишу. Да, у меня есть прекрасный композитор, который мне красивые мелодии пишет. Ну, Аким здорово. Жубатов, да, мы с ним И вот потом совместно это у вас работаем. отдушина, наверное, думаю. Да. Что И Здесь работа такая, а это морально, творчество. да, морально тяжело, когда бывает. В жизни ведь тоже она, не только работа. Спасибо вам большое. Вы что-то можете вынести вот полезного? Я понимаю, что у вас большая практика, большой опыт. Что-то полезное, что мы можем сказать нашим телезрителям относительно вашей темы, ну, естественно, главной темы зрения. Будьте физически активны по возможности, не запускайте заболевания, особенно сахарный диабет, гипертоническая болезнь, чтобы сохранить зрение. Офтальмология у нас в Уфе очень хорошо развита, очень много частных клиник, я всех их уважаю, 3 государственные клиники, большие. Обращайтесь, не запускайте заболевания. Вот самое главное. Есть 80% случаев, когда с самого начала начинаешь лечить болезнь, она лечится, вылечивается. А я хочу сказать, что приятно, когда вот врач такой многоликий. Приходишь на прием к врачу, а он еще и развивается дополнительно после работы, творчески, Да. и находит какую-то отдушину в жизни. Это всегда очень интересно. Благодарю вас. Спасибо большое. Посещайте офтальмолога хотя бы 1 раз в год. Да, хотя бы 1 раз в год. Или по мере поступления проблемы. И занимайтесь спортом. Да, Спасибо. физически активным надо быть. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо. Сегодня мы выяснили, что беречь зрение значит не просто заботиться о глазах, но и переключать свое внимание. Например, на общение и желательно в хорошей компании и с доброй интонацией. До встречи!